я хочу уважать своего президента, и я считаю, что каждый должен делать то, что он умеет делать. А все-таки наш президент, он показал, что он это не умеет, и давно нужно было перестать и отдать умеющему, экономически образованному и достойному человеку. Могилеві люди підтримують, но ви ж комунікуєте з кимось на праці. Мои знакомые нет. Мои знакомые, мои родители, мои друзья, близкие нет. У автобусі ви їздите, люди обмірковують вибори, що В кажуть? автобусе не езжу. В автобусе мы не ездим, но коли ездим, никто не голосует, не будет голосовать за Александра Григорьевича. Я не слышу ни одном человеке, ни про одного не слышу. То есть, мне кажется, Даже моя бабушка, которой почти 90 лет, она не будет голосовать за Лукашенко. она не будет голосовать за Лукашенко. Экономика, сами знаем какая, жизнь знаем какая. Вот я на пенсии, я хочу, чтобы мои дети жили, не уезжали. Все мы ходим в поликлинику, мы все ходим в больницы. Мы видим, в каком состоянии больницы, поликлиники. И нам при этом президент говорит, что у нас медицина как во Франции. Ну, это издевательство. Я думаю, мужества надо набраться и сказать, что все плохо. Але у Світлани, я наш не доктор, я наш не політик. Чому ви думаєте, що вона зможе вирішити ваші проблеми? Вы знаете, я, наверное, могу сказать только так, что президент тоже когда-то пришел к власти не политик, не экономист. Команда должна быть. А команда, я верю, что у нас есть экономисты хорошие, я верю, что у нас политики есть хорошие, которые... Главное – порядочность и честность, а желание учиться, развиваться. Скажите про Александра Лукашенко, что люди думают? Ну, я за всех не буду говорить, я не имею права. Я, как обычный человек, езжу на общественном транспорте. И если лет 10 назад могло быть, знаете, вообще в автобусе, в транспорте, народ кто за, кто против. Ну, могу сказать, 50% да, за 50%. Сейчас у меня много знакомых, то есть я давно живу. В моем общении, где только вот никто и никогда. Единственная проблема, что у людей было, я не пойду голосовать. Ну вот, наверное, это, позволило нашим в ЦИКе посчитать, что ходит 80% и за Лукашенко. Народ давно не хочет, просто что сидели, не ходили. Но это мое мнение. Дякую велике. Хочу сказать одно. Как-то ваши журналисты задают такой вопрос. Верите вы или нет, что произойдет? Я всегда вот смотрю, думаю, найдется человек, который скажет это. Но пока, наверное, буду я первая. Когда-то, в 1941 году, фашисты стояли возле Москвы. Но люди верили в победу и победили. Поэтому мы будем верить и победим. Да, я врач-стоматолог. Хотела спитати про коронавірус, але, напевно, не буду. Могу вам сказать про Давай. коронавирус. Я, получается, была в марте на курсах, когда это все только начиналось. Я приехала в свою поликлинику, я работаю в поликлинике и работаю в стационаре. Я вам могу сказать, что, наверное, месяц у нас не было ничего, не было масок, не было костюмов, ничего. Мы брали многоразовые маски, мне дали на работе одну многоразовую маску и делай все, что хочешь. Ну, то есть, на самом деле, а потом через какой-то период времени залетает главврач и говорит, а что это такое, почему вы не в средствах индивидуальной защиты? И очень хотела сказать, как говорит, моему главврачу, а вы нам что-нибудь дали изначально в самый месяц, когда только начинался пик заболеваний? У нас ничего не было. Да, сейчас у нас есть все, я не могу спорить, мы обеспечены. Но в начальный этап ничего не было. У нас в моей поликлинике есть, но у меня есть девочки мои знакомые, которые работают в стационаре. Им дали одну медицинскую маску, которая ФФП2, защита, которая необходима работать в стационаре. Одну единственную 8 мая. Им больше ничего не давали. У этого доктора есть защита, потому что она работает еще в одной больнице. Она анестезиолог, работает непосредственно с ковидом.
и у нее есть там полное обеспечение. Но в обычных больницах этого чаще всего и нету. Либо есть такие отписки на бумаге. А от часто кажуть, і, по-моєму, Світлана так само ці казала, і Вероніка Цапкала, що Олександра Лукашенко підтримує тільки старіше покоління. Це правда? Ну, я вам могу сказать, что моя бабушка 89 лет, она живет не с нами, она живет в другом городе. Бабушка у нас такая, самый главный командир, и я у нее спрашивала: бабушка, ты будешь голосовать? Она сказала, что нет. И чем она это аргументировала? Не потому, что ей нравятся другие кандидаты. Она сказала: да сколько можно? И он все бреше и бреше. Гэты дрена и гэты дрена. Один ён только добрый. Ну, кольки можно гэта слухать? У меня бабушка разговаривает на белорусском мове, она говорит: сколько можно брахать на людей? Усе у него дрены, один ён добрый. И моя бабушка сказала, что я за этого Вусатого голосовать не буду.